меня безответно могила. Знать в грозный тот час, не до надписи. Мы решили узнать, в честь кого названы улицы, по которым каждое утро идем в школу. Создали фотоматериал в семейных альбомах нашего класса и создали информационный стенд «Бессмертный полк», где прадедов воевавших в Великой Отечественной войне. Мы должны помнить подвиги своих героев, ведь в прошлом нет настоящего. Пока мы помним, мы живем. Бессмертный полк прадедов нашего класса. Биографии, воспоминания родных, фотоматериалы, газеты и вырезки. На сайте «Память народа» нашли приказы о награждении, наградные листы героев-прадедов. Моего прадеда зовут Статика Михаил Алексеевич. Родился в 1916 году. Воевал на Северо-Корейском фронте. Участник парада Победы на Красной площади 1945 года. Среди тех, кто приезжал в Великую Победу, был и мой прадед Болдунов Бушко Анилевич. В начале войны он был призван на фронт, в составе 4-го Украинского фронта. Ихтиев Бушко Анилевич бесстрашно дрался с врагом, навсегда запомнились ему эти тяжелые бои за Сталинград. Он видел, как гибнут служебцы под артиллерийским огнем. Дальше был Крым. В этом бою он был награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалью за отвагу, за оборону Сталинграда. Прадедушка мой воевал на войне, он родину видел, в дыму и в огне. Он дрался с врагами в жестоком бою, страну защищая свою. Мои глаза улыбаются мне. Спасибо за доблесть, отвагу и честь. Я на свете недавно живу, истории знаю по книжкам, но зато про большую войну я впервые рассказы слышу. Есть на свете один человек, он всегда говорит мне правду, и в душе остается стыд, остается со мной мой прадед. Прадедушка, прадедушка, он служил войну от Волги до самого Берлина. Прадедушка, прадедушка, он защищал страну, он защищал жену свою и сына. Прадедушка, прадедушка, он жизнью рисковал, чтоб этой земле не как птицы стало небо готовы вырыть, и смерть указал, чтобы мне на белый свет родиться, и чтобы мне на белый свет родиться. Давно ушла от вас война, седыми стали ветераны, и 45-я весна до ныне лечит ваши раны. Вы отстояли мир в боях с врагом жестоким и коварным, и навсегда в людских сердцах ваш подвиг будет легендарным. И сколько весен не пройдет, одно мы помнить будем свято: весну, которую народ великой сделал в 45-м. Был день победный, день весенний, мы с папой вышли на парад, глядим на улице веселье, шары и флаги у ребят. И ветераны с орденами у обелиска собрались, стоят герои рядом с нами, те, что за родину дрались. Держали крепко автоматы, когда фашистов гнали прочь. России верные солдаты могли сражаться день и ночь. Салюты в праздник не смолкают, и радость воинов светла. Они ребят благословляют на мир и добрые дела. Победа нежные туманы, когда заря к зареве красна. Довою могилы безымянной хлопочет запоздалая весна. Она с колен подняться не спешит, а дохнет на почку и траву пригладит, и бабочку с плеча на землю садит, и первый одуванчик распушит. Прадеда Халякина М.Г. Емгеновича. Его 4 сына, которые тоже участвовали в войне. Это Петр, Есим,
Иван Родня. Есин 1917 года рождения. В 1937 году по 1940 год служил в Монголии. В октябре 1940 году воевал на Юго-Западном фронте. В сентябре 1942 года окончил курсы младших лейтенантов и стал командиром 6-го батальона. Он разгромил три огневых точки фрицев. Участвовал в битве под Сталинградом и в Калмыкии. И он получил награды, медаль за боевые заслуги и ордена Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны второй степени, Красной Звезды. Он участвовал в операции «Багратион», и его войска дошли до самой Беларуси. И 9 августа 1944 году был ранен, а 15 августа 1944 году умер от болезни, от ран. В 70-80-х годах Буба Карданов написал книгу «Трудное начало». И он упомянул его как стальной калмык и за его стойкость и мужество. Когда на бой смертельно шли вы, отчизны верные сыны, о жизни мирной и счастливой мечталось вам среди войны. Вы от фашизма мир спасли, вы заслонили нас сердцами. Поклон вам низкий до земли, в долгу мы вечном перед вами. Вы героически прошли с боями все 4 года. Вы победить врага смогли и заслужить любовь народа. Спасибо вам, отцы и деды, спасибо, братья и сыны, за ваш подарок Дню Победы, за главный праздник всей страны. Анна Ахматова, победителем. Сзади Нарвские были ворота, впереди была только смерть. Так советская шла пехота, прямо в желтый жерла Берд. Вот о вас и напишут книжки, жизнь свою, за други своя. Незатейливые парнишки, Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, внуки, братики, сыновья. Что такое День Победы? Это утренний парад, едут танки и ракеты, маршируют союз солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Это фейерверки взлетают в небо, разлетаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песня за столом. Это речи и беседы, это дедушкин альбом. Мой прапрадедушка Насунов Эренцен Мангатович родился в 1903 году. Был призван Западным районным военкоматом. Воинское звание – рядовой. Место службы – 110-я отдельная кавалерийская дивизия. Был ранен при бомбежке 4 ноября 1942 года. Умер от ран 7 ноября 1942 года. Захоронен в городе Кизляр. Масть и праздник. День Победы отмечает вся страна, надевают наши деды боевые ордена
Их с утра зовет дорога на торжественный парад, и задумчиво с порога вслед им бабушки глядят. Степан Кадашников. Ветер войны. Как было много тех героев, чьи неизвестные имена. Навеки их взяла с собой в свой край неведомая война. Они сражались беззаветно, патрон последний берегли. Их имена приносят ветром, печальным ветром той войны. Порой слышны на поле боя через десятки мирных лет. Прикрой меня, прикрой, Коля, и вспыхнет вдруг ракеты свет. А Коля в этом тихом поле лежит, не встанет никогда. Лишь горький ветер нам порою напомнит страшные года. Сегодня мало кто заплачет, придя к могилам той войны. Но это все-таки не значит, что позабыли Колю мы. Мы помним это горе. Осталась в памяти война. И русское родное поле приносит ветром и Стыли ели в карауле, с неба мирного ясна. Идут года, в тревожном гуле осталась далеко война. Но здесь, у грани обелиска, в молчание голову склонив, мы слышим грохот танков близко и рвущий душу бомб разрыв. Мы видим их, солдат России, что в тот далекий грозный час свои жизни заплатили за счастье Война. светлое Сигнал для тревоги нас. над страной. Подкрался враг, как вор ночной. Идет на наши города. Фашистов черная орда. Но мы врагов отбросим так. Так как наша ненависть крепка. И дата нынешних атак народ прославит на День века. Победы, праздник всей страны. Духовой оркестр играет марши. День Победы, праздник седины. Наших прадедов, дедов и кто помладше. Даже тех, кто не видал войны, но ее крылом задет был каждый. Поздравляем с Днем Победы мы. Этот день для всей России важный. Родина, сейчас красивая такая. День Победы празднует она, о войне великой вспоминает. Грустное у бабушки лицо, на столе солдатский треугольник. Дедушки на фронту письмецо, ей читать и нынче больно. Смотрим на дедушкин портрет и разводим ручками с братишкой. Ну какой же это дед, он же видит, что совсем мальчишка. Майский праздник, День Победы, отмечается страна, одевают наши деды боевые ордена. Их с утра зовет дорога на торжественный парад, и задумчиво с порога вслед им бабушки глядят. Достали ордена, сегодня День Победы, и празднует страна. Гордимся мы, конечно, героями войны, целуем их сердечно, сердца огнем полны. Пускай огонь не гаснет, и так и нужно жить. Сегодня главный праздник, и его нельзя забыть. Победа. Ну вот и кончилась война, война, что жизни унесла. Навек мы в память сохраним тех, кто боролся, что из сил. Они сражались день и ночь, никто не мог тогда помочь им беззащитным, молодым, тогда не знающим войны. Прошли 4 года мук, которые казались веком, и наконец им повезло, и наконец прошла победа. Теперь идем мы на парад, чтобы почтить погибших там. Они ведь много совершили, чтоб никогда их не забыли.